Здорово всем! Привет. Сейчас давайте уже начнем. Я буду периодически здесь появляться, задавать тебе вопросы, которые вы оставите ВКонтакте, в Одноклассниках. Прямо сейчас начинаем. С какой песни стартуем? Это одна из любимых песен моих слушателей. «Бул янымда» называется. Вот с нее и начнем. Погнали! Şaştırdı gözler, esir etti gözler, tiksin deyip dipti yüreği. Sen bitti ortamı, sen bitti orta canım, dayıp yaşım hazır kireği. Senin bilen birge, eğlenemin gülge, birge tattık suyu demleri. Senin kuşağında, senin uşağında, sendeyken durmuş yemleri. Bul yanımda. Üşüse, жылы сөз ишітсе, сөзлеріңнен үрей юғала. Өмір яратсам да, сен деп жан атсам да, мен өзімді сүйіп туя алмам. Бұл yanımda
хотелось нарушать, такая здесь обстановка складывается во время исполнения. Ну, Ильвин, не буду скрывать, я думаю, зрители постоянно знают, я не большой фанат именно татарской эстрады, просто потому что язык у меня не такой подвешенный, все, что касается родного татарского, поэтому я так больше знакомлюсь. И я думаю, что у нас много таких зрителей, которые воспользовались этой самоизоляцией для того, чтобы поближе познакомиться с татарской эстрадой. То, что я слышал сейчас, не сильно похоже на то, что я привык слышать. Где вот это ну это я так слышу, извините. Где вот это все традиционное? Какую музыку ты вообще для себя выбираешь? Ты знаешь, я выбираю музыку, которая нравится мне по душе. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то определенный стиль. Мне нравится и джаз, и блюз. Я люблю очень и народные песни. Все зависит от моего состояния на данный момент. То есть, если вообще просто посмотреть по моим песням, вообще, да, хронологию всех моих песен, на самом деле можно просто по ним почитать всю мою жизнь. То есть любой текст, любая песня касается лично меня. Это такая вот автобиография, так скажем. То есть ты сама пишешь себе песни? У меня есть только всего лишь 2 песни, которые я сама лично написала слова, а вообще я работаю с авторами, естественно. Они просто меня чувствуют и заранее отправляют, да, то есть вот, Ильвин, тебе подойдет, то есть там по характеру, по твоему отношению, может, к чему-либо. А в основном, конечно, мы общаемся, я прошу именно вот, чтобы были эти слова, допустим, либо вот, чтобы вот такая вот форма у песни была. Ну, в общем, мы очень долго можем по поводу этого общаться. Вообще ты сама, что ты больше любишь? У тебя тебе нравится петь вот такие медленные песни, как сейчас, или ты нет, бывает настроение, чтобы поплясали все? Ну, если посмотреть, конечно, у меня, наверное, 70% репертуара это более такие вот медленные песни, какие-то более задушевные, да, где можно показать все свои чувства, эмоции. Конечно, вот когда мы делали как раз-таки второй сольник, мы его сделали в таком формате более танцевальным. Я работала с аранжировщиками, с москвичами, ездила в Москву, мы там писали аранжировки, старались дать разные стили. Вот. Он был такой более танцевальный. И зритель, конечно, наверное, больше меня воспринимает как такую лиричную больше. То есть дождаться дождика, сесть на балкон, обнять колени, Ну, смотреть вокруг. знаешь, на самом деле, если это медленно, это не означает, что это грустно. Вот сейчас песня была абсолютно светлая, она была о счастье, о женской вообще любви. То есть она не грустная, она позитивная. Просто они такие более релакс песни, что ли. Как ты себе представляешь своего слушателя? Вот идеальный твой слушатель, вот как ты его примерно, если какой-то образ, да, например, мы всегда слушаем, например, Билли Айлиш и понимаем, что это сейчас какая-то 14-летняя девочка с розовыми волосами, которая за свободу. Как ты себе представляешь своего слушателя? Но я знаю точно, что мой зритель, он очень мудрый. Вот у нас есть такое слово, если перевести на русский, он, наверное, будет не совсем точный. Собор. Есть такое слово татарское, да, собор это не то, что там терпеть, да, терпеливо, а именно собор это немножко другое. Вот я думаю, наверное, у меня зритель все-таки такой, и 80% это все-таки девушки, женщины, мамы, бабушки, и они такие уже со своим жизненным опытом, потому что этот текст, я уделяю огромное внимание именно на текст, и это нужно понимать. То есть это не какие-то пустые слова, это нужно пережить. Например, у меня есть песня «Тузяйрек», которую я обязательно спою, потому что это самая-самая, наверное, любимая песня всех из моего репертуара. Зрители принимают эту песню. Я ее 4 года не могла спеть. То есть настолько нужно было вырасти до этой песни, чтобы понять, что это почувствовать. Действительно, вот сердце настолько оно терпит и может выдержать. Это нужно было пройти мне. То есть и морально, и физически, как женщине, мне нужно было это пройти, чтобы это спеть. Поэтому, возможно, моя аудитория не огромнейшая, но она очень чуткая, она меня понимает, поддерживает. И я думаю, в какой-то степени я им тоже даю через свои песни свою частичку себя. И вот у нас какой-то вот на такой одной волне с ними. Это очень подробно. Я думаю, сейчас кто-то слышал, такие, да, Ильвина, это именно я. В общем, поближе к экранам мы продолжаем ВКонтакте. Ну и судя по тому, что ты сказала, в Одноклассниках тоже по большей части ждем ваших вопросов. Все переадресую, продолжим. Спасибо.
Yüreklerinin üzüp kalın, yağmur keli üzük jırın, janlarımda devir yana, yav seni yağmur, yav tuğtama. Yağmur, yağmur, erit canım, süreldir seni kızgan kanım, yav seni yağmur ki tuzağını sarğanı söyülerinin yağmur, yağmur eridi canım, süreldir seni kızgan kanım, yusin yağmur güyülerin, tuzağını sarğanı söyülerini. Kul şadırın alıp bulga, çıkma başka minim yolga, mehabetin jelledin mi, yağmur ağlar hallerimini. Yağmur, yağmur eridi canım, süreldir seni kızgan kanım, yusin yağmur güyülerin, tuzağını sarğanı söyülerini. Yağmur, yağmur eridi canım, süreldir seni kızgan kanım, yusin yağmur güyülerin, tuzağını sarğanı söyülerini. Yaşınıp düginat kukna, yüreklerini kesip öttü, kuklar tağın yaşın döktü, kabatladım bardak etti. Yağmur, yağmur eridi canım, süreldir seni kızgan kanım, yusin yağmur güyülerin, tuzağını sarğanı söyülerinin. Yağmur, yağmur eridi canım, süreldir seni kızgan kanım, yusin yağmur güyülerin, tuzağını sarğanı söyülerinin. Yusin yağmur güyülerin, tuzağını sarğan söyülerinin. Бик зур рәхмәт. Инде хәзер киләсе җырыбызга күчәбез. Алда мине дип атала бу җыр. Шулай күпләрегезнең иң яраткан җыры булып калды бу җыр. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, жаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күген. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине килә сөясән. Алда мине килә алданасың, син кабызган утта көясең. Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк, мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк?
Süyülerde adaşasım giler, bir yanasım giler, dik şul diller. Olda mine eyde, olda mine, olda mine giler siyase. Olda mine giler, olda nası, sin kabızgan utta kiyası. Gözlerimde yaz isimden, altın sarı nastısimden, yüreğimde sihri mumdur. Elle boşuk buldum indi, süyükemin duydum indi. İser kümelimle kim bilir, yarattırdın gözlerimle, altın sarı gözlerimle. Gözler düğelikken kümelse, yarattırdın gözlerimle, görmüyor nurlu yüzlerimle. Nişik yaşayan sensiz, suyuğusu suyutusu, bizning suyu yazıları tüzüle. Yağmur bulup yava izlerken, suyuğusu suyutusu, yarattım seni köşüle. Bəxti tapdım sarı gözlerde, yarattırdın gözlerimde, kırmızı düzlerimde. Gözler düğelikken künelse, yarattırdın gözlerimle, kırmızı yüzlerimde. Nişik yaşayan sensiz. Yasılışı duydum kızda, şadlık yeminim gözde. Sarı tüsler tügel sağışta, gözlerinin saf bulağı, sen yaşam sindireğin. Pablıkta aldım yazmışta, yarattırdın gözlerimle, altın sarı düzlerimde. Gözler
tügel iken köngülsüz Yaratırdın gözlerimde Kurmi nurlu yüzlerinde Nişip yaşarken ben sensiz Yaratırdın gözlerimde Altın sarı gözlerimde Gözler tügelikken köngülsüz Yaratırdın gözlerimde Kurmi nurlu yüzlerinde Nişip yaşarken ben sensiz Nişip yaşarken ben sensiz Min sensiz Min sensiz Ну что, вот и почти танцевальное было. Слушай, Лен, спасибо, здорово. Спасибо. Сейчас где-то занервничала Ваенга. 100% подъели сейчас ее. Кстати, есть у тебя какие-то любимые артисты на российской эстраде, которые тебе нравятся? И которыми ты, может быть, вдохновляешься? Конечно, Панайотов. Панайотов, из представительниц твоего пола? Лолиту очень люблю, если честно, Пугачев. Вот на самом деле, да, я очень люблю их, потому что... Почему? Потому что как раз-таки я обращаю внимание на слова. Я была на концерте Лолиты, был первый концерт российской звезды, на который я попала. И я оттуда ушла с таким восторгом. Настолько она выкладывалась, то есть она не пела песни «Пошлю его», куда-то там, да? Она вообще не пела эти песни, она пела джаз, она пела старые песни. Но у нас такая у нее энергетика, вот именно я ее настолько поняла, мне ее было так жалко, если честно. Я понимала каждое ее слово, я понимала каждый ее взгляд. И вот я сама тоже стараюсь, вот, чтобы передавать своему зрителю то, что действительно я чувствую. И я думаю, они, наверное, я уж надеюсь, что они меня чувствуют. Чувствует, 100%, судя по сообщениям, чувствует. Да, кстати, Лолита, да, она еще и с чудесным чувством самоиронии. Да. И, наверное, она в первую очередь очень крутой человек. Можно не любить ее творчество, но я думаю, фанатов у нее в последнее время на Ютубе стало много. Как и у тебя, Лен. Смотри, что пишет. Мунира Сайфудинова. Прекрасное владение голосом, красивое исполнение. Матур татар казрахмет. Руслан Гараев пишет. Здесь в основном все сообщения от мужской половины вот такие. Очень красивая девушка. И поет шикарно. Вот бы вся татарская эстрада была такого высокого уровня. Пишет. Резида Мухамедзянова. Не можем дождаться нового концерта в «Пирамиде». Речь, видимо, про твой концерт. Но мы, в принципе, уже любого концерта в «Пирамиде» очень хотим дождаться. Да, но Эльвине особенного. Алия Шарафиева пишет. Потрясающий голос и песни не пустые. Пишет. Спасибо. Мне очень приятно. Эльвина. До сегодняшнего дня любил вас ушами и глазами. Теперь полюбил то, как вы общаетесь. И сердцем полюбил вам. Пишет Рамис. Так что сегодня поклонников прибавится точно. Чулпан Хузятова. Эльвина, моя любимая певица на татарской эстраде. Воспитанная, чуткая, душевная и с потрясающим голосом. Я буду читать эти комментарии до тех пор, пока она не покраснеет. Я вижу, как ты смущаешься. Я не знаю, как я буду петь дальше. Слушай, ну мило, что ты спустя 14 лет все еще стесняешься комплиментов. Гилия Сайфудинова, видишь, очень эффектная, красивая девушка. Не только парни пишут, понимаешь, у тебя и женщины оценивают красоту. А теперь погнали к вопросам. Чулпан Хузятова спрашивает. Эльвина ученица Салавата, это факт? Да. Поддерживаете ли вы сейчас связь с учителем? Может быть, советуетесь? Ой, на самом деле нет. Не советуемся и как-то... Ну, я, конечно, хожу каждый год на его концерт. То есть с удовольствием я его слушаю, я очень люблю его песни, потому что у него опять-таки тоже там смысл такой, да, то есть все жизненно. Я очень люблю его голос, люблю его как творческого человека очень. Ну а так вот как-то не советуемся, потому что я его тоже как-то приглашала, ну каждый год я его приглашаю на концерт, но так как у него тоже очень такой график, гастрольный график очень большой, так скажем.
Поэтому у него, к сожалению, не получается попасть на мой концерт. Но я думаю, может быть, он как-то видел в YouTube, может быть, сегодня смотрит, не знаю. Если смотрит, я очень рада. Надеюсь. Если что, заходите, ваша ученица вас ждет. Да. Эльвина, есть ли у вас свое фирменное блюдо, которое вы с большим удовольствием готовите для гостей? Балеш. Об этом, по-моему, все знают уже. Ну, не знаю, просто... Вообще, да это было вообще давным-давно, 2013 год. У меня тогда была своя студия творческая. Я готовила балеш. А вообще я даже продавала балеш. Я продавала, я готовила балеш, продавала. Мне настолько... То есть у меня не было цели заработать. В какой момент вообще человек, который готовил беляши, решил, детская одежда моя тема? Нет, я люблю готовить, я очень много готовлю, на самом деле, это прям, ну, отдельная тема. Мне просто нравилось, я просто готовила, и все потом начали писать, научи, научи, научи. Вот, значит, я сначала учила, давала мастер-классы, но не все получалось, они хотели мой балеш. В итоге я решила, ну, пусть будет так, там, за какую-то там фиксированную цену, вообще малую за продукты, я просто им отправляла балеш. Слушай, ну ты на карантине точно не пропала бы, знаешь, нет концертов, ты всегда знаешь, чем заняться. Детская одежда, беляш, человек готов Я еще ко всему. парикмахер, я тебе скажу, я еще училась, я еще стригу. Ты А, еще и кстати, стрижешь? парикмахером можно работать. Вообще, да. Вот этот человек готовился, понимаете, готовился. Я рад, что ты... Когда ты успела свои 100 песен-то написать? Ой, Если ты стрижешь людей, готовишь беляши, нет, стрижешь я не деньги. стригу людей, я училась, я это умею делать, я стригу только своих домашних, близких, но я к тому, то, что я этому училась, я ведь не знала, что вообще такая ситуация у нас в мире произойдет, а видишь, оказалось, что я подготовлена. Все сытые и подстриженные в одной из казанских квартир. Сытая и подстриженная семья в очень красивой одежде. Хорошо, спасибо, Эльвин. Продолжим дальше. Что у нас по плану? Какая музыка? Да, все, включаем. Все, погнали. Нәрсә булыр әгәр синнән миңа кадәр юлларымны буран капласа? Нәрсә булыр әгәр уйларга да хәтәр синең җаның мине тапмаса? Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмим, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр икән, коян минем җилкән, җилләремә каршы тормаса? Сөю чагымнан, минем кочагымнан, шул ук җилләр сине урласа? Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмим, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмим, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр җаным, ата алмас таңым, караңгылык баса дөньясын. Синсез көннәремне, синсез төннәремнән, Ходай үзе безне сакласын. Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмим, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмим, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын.
Söylerler yalgan İşiter yüreğimde İşiter benim dileğimde İşiter canım yatkakınlı İşiter yoktasın kimi İşiter yüreğimde İşiter benim dileğimde İşiter canım yatkakınlı İşiter yoktasın kimi Sen yürekte, hayal kanatında ışık gitti Yarım kanatında Sen yürekte, uy hislerin bilen Sen yürekte işitmişsin bilen İşit yüreğimde İşit benim dileğimde İşit canım yatkakınlı İşit yoktasın kimi Senin şalın elle şu yılgan mı Meni süyüp kökten tıyılgan mı Sırlarını söyleyeyim hazır kimge İşitmişsin anlamışsın niye İşit yüreğimde İşit benim dileğimde İşit canım yatkakınlı İşit yoktasın kimi İşit yüreğimde İşit benim dileğimde İşit canım yatkakınlı İşit yoktasın kimi İşit canım yatkakınlı İşit yoktasın kimi Na 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 Бик рәхмәт. Җирне, күкне, тереклене юктан бар иткән бер Аллам. Тик сиңа гына сыйынам. Ялгышларымны кичерүеңне сорыйм. Сынаулары үтәр, ваклыклардан өстен калыр өчен көч сорыйм. Рәхмәтеңнән ташлама. Амин. Сиздермеше кире күңелемә Ни кагылдым татлы хисләргә Нишек айнып синле хыялымда Чын барлыкка нишек түзәргә Вакыт дава диләр Минем җанны вакыт давалар Түзәлерләр әрнемәсәләр әле Син ясаган татлы яралар Вакыт дава диләр Минем җанны вакыт давалар Түзәлерләр әрнемәсәләр әле Син ясаган татлы яралар Ышанычны саклый
Olmağanğa Yürek sızlı menge yarılar Yolgan sözler bilen okullanırga Her vakitte şayet tabılar Vakit dava diler Benim şanlı vakit davalar Düzelirler, erlemezler ele Sin yasağın tatlı yaralar Muhabbetinin nasıl mizgilleri Көңіл deryasında oyunda Onlarga da hafifletilem işe Barına da nokta koyuldu Vakit dava diler Benim şanlı vakit davalar Düzelirler, erlemezler ele Sin yasağın saksız yaralar Vakit dava diler Benim şanlı vakit davalar Düzelirler, erlemezler ele Sin yasağın saksız yaralar Düzelirler, erlemezler ele Ну как тебе, отдышаться нужно? Ну, мне хорошо. Ты, конечно, выкладываешься, как будто здесь не одна камера, а один стадион примерно. Как вообще комфортно петь? Непривычно без зрителей? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы зритель был здесь. Все-таки это совершенно другая энергетика, потому что если сейчас я отдаю как бы себя, то во время концерта я, конечно, от них тоже получаю, и это меня заряжает и дает какой-то стимул такой. Но сейчас я просто представляю. На самом деле я смотрю на камеру и представляю, что они там меня слушают и меня понимают, и я прямо чувствую поддержку. Но близких своих точно чувствую. Да, там много сообщений, кстати, просто не буду повторяться, в основном все о том, что красивые, классные песни и так далее. Просто хочется немножко информации, но только представь, да, обычно ты поешь, там зрители, они все нарядные, пришли на концерты, а сейчас кто-то балиш готовит, понимаешь? Кто-то ребенка параллельно укладывает и вот так поглядывает, поэтому... Это же классно! Да, это классно, необычный Вообще. опыт. Скажи, пожалуйста, Инстаграм, как у тебя дела с ним, насколько ты его активно ведешь, отвечаешь ли ты на сообщения в директ, если кто-то захочет тебе написать? Естественно, конечно, без Инстаграма никак. На самом деле, я уже, не знаю, много раз от него отказывалась, если честно, потому что это занимает очень большое количество моего личного времени. Но сейчас я понимаю, что мне очень много пишут, и я понимаю, что должна быть обратная связь, и многих там интересует, даже элементарно, как я крашусь, что я делаю, что одеваю, да? Вроде бы такой банальный вопрос. Но все же, если я могу чем-то кому-то помочь, я очень рада. Я благодарна моим подписчикам, что у меня, ну, я скажу вот слово «вообще», ну, практически вообще, пусть будет. У меня нет негатива. Ну, у меня нет негатива в Инстаграме. Нет хейтеров? Это был мой следующий вопрос. Ты вообще не сталкиваешься с хейтерами? Нет, у меня нет. Ну, наверное, за всю мою историю, как я там с первого дня, как я начала вести Инстаграм, у меня, может быть, там пару сообщений было, и все. Какие претензии бывали? Вот
Обычно же, когда много хорошего, ты просто киваешь и забываешь. Один какой-нибудь напишет гадость, и ты весь день будешь ходить и злиться. Или у тебя не так? Нет, это как бы, знаешь, там типа платье не понравилось, еще, ну что в таком роде, то есть не какое-то не личное. И я благодарна, я почему говорю, что у меня на самом деле зрители, вообще моя аудитория, она настолько мудрая, умная и вообще, ну, культурные люди. Вот я оцениваю по Инстаграму. У меня в Инстаграме, я тебе скажу честно, рекламы нет. Вообще? Нет, я могу прорекламировать Ну, только... я видел там рекламу детской одежды, конечно. Ну это же... Есть. Нет, я могу прорекламировать только действительно тех людей, которых я знаю и пользуюсь. И это на самом деле просто. Там не какие-то суммы, которые мне там платят деньги. Нет, ни в коем случае. И вообще сейчас я считаю, что сейчас такое время, нужно вообще больше показывать тех людей, малый бизнес и средний бизнес, как бы поддерживать, показывать этих людей, особенно наших, местных, потому что у нас очень много хороших предпринимателей, которые стараются, которые делают хороший продукт. Вот, поэтому вообще российское производство нужно поднимать и поддерживать. Очень сложное время, действительно очень сложное время, и нужно сейчас друг друга поддерживать. А ты аполитичная вообще? Ну, я стараюсь вообще в политику не влезать. Все, то есть у тебя Инстаграм без политики, без рекламы, Нет, да, там я- только поддержка малого и среднего бизнеса и секретики, бьюти-секретики. В ТикТок есть ты? Где вообще? В каких-то социальных сетях? У меня нет в ТикТоке, у меня нет лайки, но у меня лайк загружен, потому что у меня там дочка. И она тоже сейчас начала развивать свой Инстаграм, потому что она очень разносторонняя. Ей всего лишь 8 лет, она уже учится на архитектора, она уже делает проекты. 8 лет учится на архитектора? Да. Она учится на архитектора, она делает классный проект, у нее такое видение необычное. Она поет, она говорит, владеет и говорит на английском. То есть потому что она учится там в школе, да, такой. Вот, и она обожает просто танцевать, и поэтому мы очень долго ей не давали разрешения открывать свой Инстаграм, потому что, ну, как-то, я же говорю, я даже сама пару раз так закрывала его. Но все-таки я считаю, что мы все должны быть в ногу со временем, и поэтому, раз она может, опять-таки, я это все сама слежу, наблюдаю, потому что, опять-таки, Инстаграм я в моем телефоне, вот, и если она хочет этим делиться, действительно хорошим, если есть аудитория, которым она может чем-то помочь, почему бы нет? Главное, как бы вот не уходить вот в грязи, еще что-то. А хорошим всегда нужно делиться. Все, отлично. Слушай, ну ты много интересного рассказала. 8-летний архитектор. У нас есть в Казани здание, которое, кажется, рисовал 8-летний ребенок, но не будем говорить, какие конкретные. Вы сами в комментариях напишите про какой-нибудь торговый центр или какой-нибудь дворец или министерство. В общем, вы сами определяете, я на вас не давлю. Ну что, продолжим. Есть еще песни. Удаляюсь, ждем от вас вопросов ВКонтакте, в Одноклассниках. Спасибо. Yaratmazsan sen, yaratma beni. Gide olsam özün git minne. Seni nige şuna yaratkanım. Küpme yaratsam da düşünme. Toba olsam sen top cevapları. Gide olsam özün git minne. Gide olsam özün git minne. Senin varlığına suyuna Küpme ömür yılı ötelge. Yaşıyorsan minsiz yaşap bana. Gide olsam özün git minne. Yürek sındı dibişe.
Менә шундай иске җырым булды. Күбегез сораган иде бу җырны. Шуңа күрә бу җырны җырларга булдым. Эй! Әзрәк дип алабызмы? Юравшыга бармы җанга сагыш алма, бардым әле язмыш юрадым. Серле ышлы күзе, һәрбер әйткән сүзе йөрәгемне кат-кат тырнады. Кирәкми юравшы, юк сине тыңлаушы, бош кыйма хәсрәте юрама. Әллә каян килеп акланмасы ышанышың эреп югала. Гомерне юрады синсез дип тормады, шит җирләргә түзде тормышны. Күңел тилерде, әйтерсең тилемерде, синсез язмышымны ырышты. Кирәкми юравшы, юк сине тыңлаушы, бош кыйма хәсрәте юрама. Каян килеп акланмасы ышанышың эреп югала. Барып ялгыштым. Кирәкми юравшы, юк сине тыңлаушы, бош кыйма хәсрәте юрама. Әллә каян килеп акланмаса ышанышың эреп югала. Кирәкми юравшы, юк сине тыңлаушы, бош кыйма хәсрәте юрама. Каян килеп акланмаса ышанышың эреп югала. Әллә каян килеп акланмаса ышанышың эреп югала. Менә шундый шигән җыры булды бу. Инде хәзер сез көтеп алынган җыр дип уйлыйм мин. Түзә йөрәк. Зарына ылы сагышына, тапкач кына югалтканына да, ялгышлардан торган язмышына. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң, ул бит белә үзенең бер яшенәсен.
sirlerini jiller taratqanda sen bar bir anı yalqanda Tuzayra tuzmin işlesin ol bid bella uzinin bir yaşlasın tizginlerim şortlap üzülgen Yürekde şemime deşmesin Dizginlerim şortlap üzülgende Yürekde şemime deşmesin Tuzayra tuzmin işlesin ol bid bella uzinin bir yaşlasın tizginlerim şortlap üzülgen Yürekde şemime deşmesin Tuzayra tuzmin işlesin ol bid bella uzinin bir yaşlasın tizginlerim şortlap üzülgende Yürekde şemime Бигза рахмат. Ну что, спасибо. Как ты выходишь из роли? Прям секунду назад ты сидела и такая, раз, да, Бигзар Ахмед, что, продолжаем, какие есть еще вопросы? Послушай, ну очень чувственно, прям видно, что ты проживаешь. Ты не думала играть когда-нибудь? Вообще были у тебя такие мысли? Может, ты как актриса себя пробовала? Нет, на самом деле, ну я же училась у Салавата. Это артист эстрады, то есть у нас также была актерская игра, у нас было актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение. А вот этот последний концерт, кстати, я его захотела сделать театральным, так скажем, спектакль одного актера. Но он был в музыкальном формате. Я не могу сказать, что это мюзикл, например. Я мюзикл немножко по-другому воспринимаю. Ну, что-то похоже, но только это вот все было, то есть там было там кульминация, да, то есть начало, конец, кульминация, то есть так же, как и, в принципе, в театре. Но мне кажется, у нас получилось. И опять-таки возвращаясь к Пугачевой, вот она ведь тоже такая, у нее тоже все концерты, даже последний концерт, который я смотрела ее, вот недавно, который был там пару лет назад, в том году он был, вот. 10-й прощальный тур, который был подряд. Последний ее концерт, она же тоже там актриса на сцене, то есть она проживает каждую песню. Каждая песня — это отдельный спектакль, то есть это монолог, поэтому мне очень нравится все это. Ну, возможно, моя музыка, конечно, она некоторым немножко там тяжеловата, то есть это же нужно все переживать, внутри себя что-то вспоминать. Ну, вот тем, наверное, может быть, я и отличаюсь. А ты чаще размышляешь или чаще улыбаешься в жизни? Размышляю. Чаще размышляешь. Такой вопрос. Ты не думала петь на русском языке, так, чтобы расширить аудиторию? При всей любви к татарскому, понятно, что на русском языке больше могло бы быть поклонников. Я тебе открою один секрет. На самом деле, я раньше пела только на русском. Я пела на английском, на русском. Я на татарском вообще не пела. Я не знала даже артистов татарских. До того момента, пока я не попала случайно на конкурс Салавата Фатхудинова. Я училась там в 10 классе. Я не знала ни одну народную песню, кроме «Итуантель». Вот, и там было 3 тура. Первый день нужно было спеть «Итуантель». Ой, народную песню. Я вышла, вообще знала... А для тебя это одно и то же, народная песня и «Тугантель».
То есть, знаешь, я начала петь, значит, сначала песню «Таубашана, салангандары безнең авыл». То есть я ее спела, а потом мне, значит, молодец, прекрасно, а теперь, пожалуйста, народную песню спойте. Вот. И, значит, в конце зала сидела моя мама, стояла, точнее, потому что сидеть-то она не могла, естественно, мама. И она, значит, «И тухантель пой!» Значит, мне кричит, значит, я спела «И тухантель», я прошла. На следующий день нужно было спеть песню 80-х годов. Мы приехали домой. Откуда у нас был? У нас был караоке, был диск один завалялся, значит, татарскими песнями. Мы там нашли песню. Я учила всю ночь эту песню. Утром, значит, мы в автобусе, значит, с мамой мы едем, у меня такие бегудишки, значит, у меня тут платочек, и я учу этот текст песни, а у нас минусовки нет, аранжировки. Мы, значит, нашли там баяниста, выучили песню. Прошла. А третий тур, значит, там должна была быть татарская эстрадная песня. У меня была песня одна, которую пела Малика. Единственное, кого я знала, это знала Малику. Она была очень популярна тогда. И у нее была песня про Казань. И то у нее первый куплет татарский, второй русский. Что тебе облегчило задачу? Вот, и в общем, спела песню. В общем, я прошла, мне дали 3-е место тогда. 3-й лауреат. Для меня это 3-й лауреат. Тогда на татарском конкурсе это был просто гран-при. Потому что это, ну, вообще, я вообще в первый раз попала. Ты знаешь, как так. Так ты попала к Салавату? Нет, так я только... Это конкурс был. Вот, потом я, значит, уже когда закончила... Все, я тогда начала, мне это стало интересно, я начала увлекаться. Я же не знаю, мне же надо выучить теперь народную песню. То есть у меня цель выучить народную песню. Я вот начала учить и пошла потом после 11 класса поступать к Салавату. Я закончила школу на золотую медаль. Мне повезло. То есть если ты сдаешь первый экзамен на 5, то автоматически ты уже другие не сдаешь. Это что, это где у вас такая школа была? Это в институте. Если в институте. Да, если Ага. ты в институте сдаешь первый, если ты пришла с золотой медалью, а первый-то тур там был вокал, мне, естественно, поставили 5, и вот так я поступила учиться бюджетно. И за что я благодарна, мы очень много всему там научились. Я до сих пор вспоминаю, я очень люблю всех своих педагогов. И вот. К чему я это? Русские песни. И вот я начала так учить татарские песни. Это была моя цель, выучить татарские песни. А сейчас время прошло, и я научилась петь татарские песни. Разучилась петь русские, понимаешь? Или я начала так к ним относиться очень, там, акцент у меня, там, еще что-то. Но сейчас, на данный момент, я вот уже готовлю 2 русские песни. У меня будет скоро в репертуаре русские песни. Все, видите, круг замкнулся. Если вы что-то бросили, рано или поздно вам придется к этому вернуться. Слушай, ну интересно, так интересно посмотреть, как... А ты будешь выходить с ними уже на какой-то федеральный уровень, или ты хочешь здесь снова Татарстан завоевывать? Вот я не знаю, насколько получится, но, ты знаешь, я, наверное, если честно, для меня, я это воспринимаю, свою деятельность как хобби, потому что для меня всегда на первом месте, это, конечно, у меня все уже язык заплетается, семья. И ты же понимаешь, если я куда-то там начну выходить, выезжать, это мне нужно оставить всю мою семью, а я не могу, потому что как раз-таки от них я и вдохновляюсь. Я в первую очередь я мама, я жена, и поэтому, как я могу своих Давай оставить? так, приоритеты, если расставлять. Ты мама, потом жена, потом дизайнер, потом повар. Нет, сначала я сама. Сначала ты сама. То есть, по факту, вот все, что мы сейчас видим, это у человека такое хобби. Кто-то мечтает профессионально этим заниматься, для тебя все-таки вокал хобби. Ну смотри, когда-то я занималась этим профессионально. Но у меня сейчас такой период, у меня же ребенок маленький, 8 лет. То есть сейчас я инвестирую в нее, понимаешь? То есть Она тоже поет. Она поет, шикарно, она учится у моего педагога, которого я училась, у Анжелики Викторовны Горностаевой, джазовая школа. У нее данные лучше, чем у меня. То есть, конечно, я сейчас на нее больше делала упор, я вижу, как у нее блестят глаза, и сейчас я занимаюсь своим ребенком, я хочу, чтобы она выросла хорошим человеком, а потом, когда мне будет лет так, Я правильно понимаю, ты решила весь путь Пугачевой пройти? Значит, начать петь по молодости, потом вложиться в дочку, а потом, когда дочка вырастет. Так что сейчас, если где-то бегает по квартире 2-летний мальчик, приглядитесь, возможно. Нет, мужей я менять не хочу. Все, хорошо. Спасибо. Весь остальной путь Пугачевой тебя устраивает. Да, я только в творчество. Вот. Поэтому, может быть, так в 40-45
ягодка опять, и я, может быть, выеду на гастроли, не знаю, когда уже ребенок подрастет. Ну, хотя, может быть, уже внуки пойдут. Какие у тебя амбициозные планы. Ну что, спасибо тебе огромное, во-первых, за весь концерт. Напоследок, песня, что-то связанное со счастьем, правильно? Да, бахет тлим. Друзья мои, спасибо огромное всем, кто был с нами. Следите за анонсами, обязательно что-нибудь еще интересное для вас будет. Я уже удаляюсь, просто хочется не словами заканчивать, а красивым вокалом. Эльвин, спасибо тебе огромное. Ой, я так счастлива. Я думаю, ты, наверное, чувствуешь, насколько у меня тут эмоции просто. Я очень счастлива, что вы дали мне площадку, место, где я наконец-то встретился со своим зрителем. И я очень счастлива, что я могу дарить им свои песни. И мы тоже. Спасибо огромное, до встречи. Бик зур рахмат сезгә барыгызга да бүген минем белән булганыгыз өчен. Көннәрегез матур булсын, тормышларыгыз матур булсын. Сау сәламәт булыйк, бергә яшәргә насыйп булсын, менә шулай аралашып, менә шундый онлайн форматта булса да. Гомер буе мине көткәннәргә, тормышымны җырлы иткәннәргә, мине ташлап ятка киткәннәргә, бәхет телим бары бәхет телим, ничә гасыр мине сөйгәннәргә, әле һаман хәлем белгәннәргә, җирдән алып күккә чөйгәннәргә, бәхет телим бары бәхет телим, бәхет телим бары бәхет телим, сезнең ярдәм белән өскә үрелим, бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен, бәхет телим бары бәхет телим, сезнең ярдәм белән өскә үрелим, бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен. Йөрәгемне меңгә телгәннәргә, миңа төртеп миннән көлгәннәргә, тере килеш таптап күмгәннәргә, бәхет телим бары бәхет телим, бәхетемне минем таратканга, канатларым кайрып канатканга, яшәү тәмен шулай аңлатканга, бәхет телим бары бәхет телим, бәхет телим бары бәхет телим, сезнең ярдәм белән өскә үрелим, бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен, бәхет телим бары бәхет телим, сезнең ярдәм белән өскә үрелим, бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен. Бәхетле булыйк, рәхәт яшик, матур яшик, сәламәт булыйк. Минем җырларымны тыңлаганыгыз өчен, минем белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Матур сүзләрегез, матур теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә меңәр әйләнеп кайтсын. Бәхет телим бары бәхет телим, сезнең ярдәм белән өскә үрелим, бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен, бәхет телим бары бәхет телим, сезнең ярдәм белән өскә үрелим, бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен. Бәхет телим сезгә иртә кичен, тормышымда булганыгыз өчен, тормышымда булганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт сезгә бүген минем белән булганыгыз өчен. Озын гомерле булыгыз. Шулай итеп матур итеп, җырлап, биеп яшәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Бик зур рәхмәт.